Шалом, ребятки. Здрасте, трудящиеся. Баба Галя, 22. Здорово. Всем здорово, всем нравится. Трудящиеся и не только. Значит, так, вот он я. Ну, а это мир танков, само собой. Come on, let's go. С утра получили пиздов, кстати. В 35%, 36% побед, господи, господи. Вот, но это бывает, это нормально. Это нормально. Вечером будет сосать еще жестче. Ну чё ты, шмыга? Опять страдать? Да, к сожалению, выбора иного не имеем. Только домой, только под шконку. Так, так. Так, так. Слушайте, мы тут дорисовали как будто бы дополнительные плиты брони сверху, но это само собой пиздеж. Блин, на самом деле могли бы где-нибудь ему подапать брони. Да, хотя бы вот здесь вот квадратик один. Это было бы скандально. Да, либо вот так вот половину сделали бы. Здесь типа танкует, а это не танкует. Либо наоборот. На чтобы гудки горели синим пламенем. Смотрю, черный список на кухне, смотрю, как готовить горе-повара премиум класса. Ох, бля. Ох, бля. Антон Борисович, здорово. Алексей, здорово. Давно не видно. Че, как тебе сей аппарат пойдет? Пойдет. Прикольней. Приколдес, я бы даже сказал. Вон, видишь, эти... Как его, ЖК-экраны здесь. ЖК-экраны. С изображением. Было бы прикольно, знаете, что разработать 3D стиль. Да, специально от Гачеслава. Где там всякие эти брызговики такие с экранами, как его, как тачки на прокачку. И там на экранах на этих мой стрим транслируется. Было бы круто. Было бы круто. Я сильно долго выцелил, как выяснилось. Let's go. Come on. Let's go. Блять, это 95 и приехал. Ой, могло войти, могло войти. Very nice. Бедного этого деда третьего некому шевелить. И все равно левее тычка полетела. Салют ли? Салют ли? Фирменный Deep Dark кабачок от Гачеслава. Мувчик скандальный, да? Я тоже так думаю. Но в смысле, блядь, ты пробиваешь? Каждой, блядь, тычкой. Как это бесит, сука. Мусорка ссаная. Так вот. Вот так вот. Как будто кирпичная кладка на быках башнином. Ты кладка из кабачковой кожи. Let's suck rollin'.
Виви. Как его не наказывали, я не понял. Он от башни танковал. Он от башни танковал, я некому было наказать. Пахан шалом, как будто очко стиль. Шалом, панда здорово. Лёшка, здорово. Я порядочным джибровни шалом, босс, здорово. Ты видел, я в телеге скидывал, как мой порядочный арестант Котейка выгуливается на улице. Это ВП из лица, ну, который с броней. Let's suck ruling. Играю шалом. Всем здрасте, пацаны. Всем здрасте. Приятного вечера. Люблю вас, мои джбрауни, лажерхеды. Естественно! Блять, ну вот секить, все зеленое. Ну как? Как так-то, ёпта? Как так-то, ёпта? Чё, как ты? Опять в лес ходили гулять. Кота выгуливали. И вот я здесь. И вот я здесь. Да уж. У тебя есть телега. К трактору подойдет навоз водить. Конечно, конечно. Заезжай, бери. Вот Mitsubishi Charisma называется. Put me up. Как говорится, put me up. Фистин рулин. Все-таки в хэвика зашла тычка вслепую. Гуляем. У тебя есть? Ты прочитал. Опять как-то темненько, да, в конуре в моей. Пошла встреча с хозяином твоей жопы, родителями. Ну, нормально побухали, весело было. Единственное, что не посидели 3 часа. 3 часа и домой. Понедельник на работу. Ну, было прикольно, еды осталось килограмм. Ета плюс. Ета плюс. Никнейм переводит стрелку сразу же. Заранее. Заранее. Задонатили на встречу с тобой. Эх, бля, эх, если бы так и было. Но родня подогрела немножечко. Неожиданно и приятно. С учетом того, что мы в пьянку с познательским бабла вложили. Бля. Вот, у нас не было этих нужного количества тарелок одинаковых. Стаканов тоже. Пришлось это все докупить. Может, гостей не зовем к себе? Здесь будет арта заебывать. Дженни Джексон. Бля, ну как ты пробиваешь говно? Расскажи. Просто, блядь, расскажи. Он кумулем. А, в щеку дал. Прикольно. Прикольно. Да, стоило только подумать, что арточка будет заебывать, вот она и скинулась. Сейчас еще поймаю. Это ваша здорово, родненький. Уложите здорово. Всем здрасте, пацаны. В следующий раз скажи им, что встреча 500 белорусских рублей. Но мы 600 белорусских рублей всадили в пьянку. Даже больше 650. Это овощами, короче, закупом овощей, помидорок всяких. Вышло вот столько. Хайперзон. Вот, ну, короче, вот так вот вышло. Я бы уже с игры думал плевать. Я каждую секунду об этом думаю.
Этому пидору пробития хватило. Я там еще раскачивался. Ой, блядь, ой. Ой, блядь, ой. Фулл эффект, папаша. Фулл эффект, папаша. Ёпт. Там Кляти Е5 и приехал. Хавика ждем. Ждем Хавика. Где-то все урода на ПТ, мне интересно. Чечку сюда. Нарточка ему стан подкинула, не? Как же они, сука, надежно кумулями этими в 340 хуячат в башню. Господи, господи. Все еще засветит. Сак эффект. Сак эффект. И кто на это согласился? Ты же самая жадная еврейская крутка. Ну, вообще, я, честно говоря, самый нежадный человек в мире. Вот, если кроме прикола. Мне постоянно с этой хуйней приходится бороться. Заплатить, блядь, за кого-нибудь там вообще похуй. Пиво кому-нибудь оплатить, блядь, да, с кентишек. Вообще нихуя не жалко. Вот. Причем, что мне от этого никакого плюса не происходит. Ну вот. Вот. Так вот. Потому что воспитание такое. Родители воспитали хорошо, а теперь с хорошим воспитанием приходится бороться. К сожалению. У меня сестра еще старшая есть. Всем заставляли делиться с детства. Вот, а сестра со мной хуй чем делился. Потому что, блядь, ты же мальчик должен, все. Господи, попади хотя бы в маску. Меня с утра и вот до вечера каждой тычкой в башню пробивают. Каждой, блядь, тычкой. Ни в скос, никуда. Именно пробитие в башню и все. Не в пушку, они не мажут. Они попадают куда надо. Еще и под башню, ой, под пушку закидывают, кстати, частенько. Бля, у меня музыка играет, а я опять подумал, что Лёшка на стримере музыку на ютубе не выключил. Ты мне пиво оплатил бы, конечно, блядь. За мое пиво платил бы. Ну, наверное, было, да. Но я похер, что деньги жалеть, их все равно почти нет. Сестра делила столько денег нам. Реально с кем-нибудь не поделишься в детстве, еще пизды получишь. Я за все получал пизды. Вот. А если не за что было получать, получал все равно. Что мне в этом плане не всегда. Вот. И теперь обижаюсь, что не звоню родне никому. Гачла, потому что все помнит. Все помнит, поэтому никому не звонит. С тобой ливарию пили, да? Заебись. Заебись. В Москве? Или где? Помню, в Москве мы тоже пиво пили. А у нас здесь мы какое-то, это не оливария была, мы там пшеничная пивоварня пили. Ну и может какой-нибудь еще пили. У них там, короче, 4 вида пива, которые они варят, и 3 видов одновременно никогда нету. У них какое-то было пшеничное, которое они где-то закупают с другой пивоварни. Вот мы его пили, по-моему. Ты, оказывается, ебучий ублюдок. Еще какой. Еще какой.
Сейчас будет стоять 277 и кумулями шпилить меня в башню. Вот. Гапотяныч. Гапотяныч. Кританул мне сразу же. Ему какой-то позорный прибор кританул. Слушайте, а попка едет, толстячок, да? У тебя в пивняхе рядом, да. Но обрыгали, мне кажется, мы не пили там. Только один вид пива пили. Чёчку. Блядь, он опять не попадает. Ну пиздец! Куда он мне дал? Киките! Сука. Нахера апали эту жопу дырявую? Господи, я не зразумею. Я не зразумею. Невероятно. Под щекой пролетает. На-на-на. На-на-на. Господи, тут щель такая нищая. Она хотя бы одна зашла. Подкрутили. Гачеслав вот так крутит, оказывается. Сука. Не пробил щеку. Ваши щечки не пробиваются, папаня. Но... Broken promises. Папаша, ваши щеки не пробиваются, прощайте. Кого они там целят? Диман, здорово, родненький, как бои? Ну, вроде неплохо, только у меня опять воруют трусы. Опять воруют трусы. Здорово, блядь, Иуда. Надеюсь, ты хотя бы будешь донатить хп свои паршивые. Нахуй вы разозлили деда. Нахуя вы разозлили деда. Планку попадает, я понял. Я в щеку попасть ему не могу. Он мне в планку запихивает. Ты чё, дурак совсем? Дурак совсем? Хавик поехал на всей скорости под шконку. Полетел на всей скорости под шконку. Да, это Need for Speed. Прикольно, это я его насветил.
Альфочка не прошла, охуенно жаль. Найс. Блять! Еретики. Сколько можно воровать? Меня с утра эта качка и подгорела, потому что меня воруют каждую тычку. И езжу как дурак. Мне пора идти на фистинг. Давай, братан. Будь здоров. Будь здоров. Смотри там, не перепутай смазку. Солидол. Спасибо за лайки, друзья. Эксидос. Ко-ко-ко. Приехали. Здравствуйте. Ну что, как аппарат? Оценил. Речи дара. Оценил. Сейчас пачка БЗТ и 279 будут тоже оценивать. По всей строгости закона. Я хер знает, как люди танкуют на этих сотках, я просто не представляю. Дед Инсайд, здорово. Какие характеристики ПК? 3050, i5. Дальше, думаю, все понятно будет. Интересно с калибра, что по правилу 3 калибров всякую чушь при... Но я по правилу 3 калибров никого не пробиваю. Вот что скажу. Вот. Кого надо, по крайней мере, я точно не пробиваю. Вообще, по-хорошему, подкалибр не должен позволять по правилу 3 калибров пробивать. А то в нашей игре идиотской, да, идиотские правила такие. По-хорошему, 9. По-хорошему, 9. У меня сейчас пушка опустится, будет меня окучивать секить. Да. У меня морда под хер каким углом все равно пробивает, это пиздец. У меня как будто бы 200, сколько там, сколько здесь, 250, да, башня? У меня как будто бы 200 миллиметров. На светик был? Не было. О, это я зафейлил. Это я зафейлил сам. Пизду, бля. Это просто хует. Это просто, ну даже и этот пес, да, Бобсом спокойно меня в башню чикарлык, все. Нахуй, это просто жопа. Я нихуя не танканул. Меня фугасами, всем на свете все, что есть. Кубик здорово. Танк рисовали с разрабов. Такие же жирные пивные, но это вообще ничто по правилам 3 калибров не должно пробиваться. Тоже ИС-6, который был обстрелян спецом, имел ВЛД 60 градусов, от которого рикошетили все коронники послевоенные. Ну, по правилу 3 калибров вообще такое правило действительно существует. Вот, для ББХ. Для бронебойных снарядов. Такое, в принципе, реально. Вот, ну, единственное, что
Большой вопрос вязкости брони, марки брони и так далее. Не с каждой дистанции, возможно, будет работать, но вообще такое правило есть. А 100 мм было чисто для того, чтобы повысить прочность ВЛД, я понял. В караване нет, не брал. Для ломов существует? В реальной жизни, мне кажется, Nine. Нет. Просто потому, что у лома калибр ни хера не 150 миллиметров, да? А он, ну, очевидно, меньше. Да, 25 миллиметров каких-нибудь. Вот, ну, в принципе, ладно, условно существует, потому что, да, если 25-миллиметровый подкалибр встретит 5-миллиметровую броню, да, то очевидно, что этой броне будет пизда под любым углом. Это ладно, в принципе, да, ты прав. Но не так, что 25-миллиметровый лом ломает, да, там, допустим, 50-миллиметровую броню под ебейшим углом. Вот там уже другие правила работают. Ну вот, например, длина лома. Вот, это действительно будет работать. Да, потому что чем длиннее лом, тем больше он пробьет. На перекаточку-то никто и не поехал. На перекаточку. Папка Type едет. Папка Type едет. Ебур в очке. А ебур в очке. Короче, на сотке надо просто не пытаться танковать. Блять, такая вещь, как нормализация, вообще работает в обратную сторону. То есть она не уменьшает, а наоборот увеличивает приведенную броню. Причем, ну вот. Ну вот. Ну это, видишь, оно, смотря для каких боеприпасов, какого поколения. Современные бобсы, им вообще похуй. По сути, на любую, на наклон брони даже похуй тоже. Они заходят все равно в бешеный угол. Там херня в том, что это боеприпас, который, в принципе, короче, крышится, когда попадает. Вот. И чем длиннее он, тем больше он, ну, типа, контактирует с броней и раскрышивается. И если он охуенно длинный, то он так будет длиться, крошиться охуенно долго. И, по сути, будет проходить броню. Вот, там уже, я хуй знаю, там такие законы, там, ну, рикошеты, хуеты, да, все эти законы тупорылые, хер на что действуют. Там главный закон только в длине боеприпасов, все. Ну и в составе его, понятное дело. Там какая броня, это все такое. Ну ладно, там еще зависит от того, ну, от состава брони зависит, да, там. Комбинированная броня есть разная, и кое-где там, ну, типа, ладно. Уже тема дискуссионная. Все равно там так же и стоял. Он весь бой, вот этот проезд чекал, которым никто не ездил в катку. Так как снаряд, особенно остроголовый, разворачивается при контакте, увеличивает площадь контакта, соответственно, мешает зеленое давление. Поэтому позднее камерники все это было российским колпачком. Но это Второй мировой войны, по сути. По сути, это все боеприпасы Второй ну, считай, поколения, да, там, военного, либо послевоенного, да, там эти приколы всякие были.
Как мы... Я ему не нанес урон. Прошли от ядра до ломов в танках, да. Вот так вот взяли и прошли. Взяли и прошли. Я вроде дал у него. Бля, гниль проехал, сука. И что, ты заряженный, хочешь сказать? Я ему дал урон, а показалось, как будто не дал. Видели зеленым? Ой, кошмар какой, бля. Как играть в это, вообще не понимаю. Как мы про... Еще один бой, 1.15. Бобсом, как и Камулем, почти похуй на определенную броню. Так как площадь так-то очень маленькая и не разворачивающая, нет разворачивающего момента. Да. Я 2000 урона каким-то хером дал, и я топ-2 по урону. Весь бой без урона стоял. Понимаете? Ну как в это играть? А? Есть эксперты. Надо гайд Джова. Надо гайд Джова. Ты помнишь таксиста, который с нами... Да, помню. Где до этого? Ты его видел? Даже СТРВ была буквально неуязвима для 100% снарядов своего времени. Камерники сплошные и ранние подкалибры катушечные для кумулей решетки. Да. Да, там были рациональнейшие углы. Ну, с учетом того, что там идея была такая, как... Да, ну, условно говоря, от УВН стоять. Принимать совет танки на холмах, на всякой хуете. Идея состоятельная. Идея состоятельная. Ведьмак. Наверное, кстати, что касается СТРВ, он устарел как раз-таки тогда, когда стало понятно, что если уже в крысу воевать, то будет проще по турами сидеть, крыситься по кустам в холмах, да, чем машины гонять. Ви. Господи, я все пытаюсь вправо отвернуть от этой хераты. Не получается. Ясно, попушили и ладно.
Луна, луна. Гей-бар, гей-бар. Ёпту. Это что такое? Человек на 279 играет. Угу. И на МБТБ тоже профессионал. Клаб Дэйди. Угу. Угу. Клаб Дэйди. Не смог придурка этого шотно убить. Евген, здорово. Ёпта, он ему на всю длину капнул. С задранной мордой он ему, походу, между ног подсунул. Хотя Орсочка здесь лучше всех себя чувствует, судя по всему. И такого правила, как N количество калибров, в принципе, не существует. У снаряда есть момент силы, который прикладывает к конкретной площади. Если это не ПС или кумуль, то пробитие брони в рикошетных углах сводить целостность гомогенной стали. Я понял. Блять, он подпирать меня будет, влагалище. Он, наверное, обиделся, когда я сдавал назад. Он обиделся, короче, и все, и теперь он подпирает. Да, при том, что я просто боком с ним был рядом. Пиздец. Нормес. Нормес. Блять, а чё ты в других не стрелял, фрейрок? Сука. Какой мем? Как тут не гореть, ребятушки? Ладно, здесь фартануло. Все, теперь будет вести весь стрим. Так, а где Йорик? Хо-хо-хо-хо. Это подарок судьбы. Подарок судьбы. На попке там приторговал. Слушайте, ну до 3000 достреляли внезапно. Негаданно. Хорош. Хорош. Клаб Дэдди. И что касается СТРВ, то Е-30 мм были вполне достаточно, чтобы танковать фугасные выстрелы. Сплошные выстрелы 130 мм пушек Советов. Артиллерийские выстрелы, чтобы танковать, я думаю, это не так все просто. А когда в ход массово пошли кумулятивные подкалиберы, то просто срали сетки, которые разрушали эти снаряды. Должен был кого-то затаранить на ускоритель. Но это не срослось. Не срослось. О, попадание фугасного снаряда в танк. Но не всегда означало пробитие, но охуенные проблемы всегда означало. Вот смотря куда и в какой угол. Мне что-то подсказывает, что если рядом со СТРВ взорвется фугасный снаряд, 30-миллиметровый, не попадет, а рядом ебанет, то ей будет пизда. Во-первых, скорее всего, будет поражение осколками, возможно, даже пробитие бортовой брони, да, или где там угодно. Вот.
Там расчет был скорее не на то, что СТР будет танковать, а на то, что на тактику применения. Модификации корабельных орудий, и шведы уже тогда знали, что планируют ставить советы, и, соответственно, испытывали на своих калибрах. Но на танках же не было 130 миллиметровых пушек. Не берем в расчет ИС-7. Были 122 миллиметра. ИС-7, 279. Но мне кажется, шведы хуй знали про ИС-7 и про 279. Вот, ты ИС-8, он же был со 122 миллиметровкой. Вот, а еще охуенный вопрос в том, допустим, сдержит СТРО одну тычку, ну, скорее всего, сдержит, а 2-3. Не разойдутся ли сварные швы, например? Может быть такое, что разойдутся. Все-таки энергия сумасшедшая. У немецкой техники, например, расходились. Да, ну ладно, не берем в расчет. У них была низкоуглеродистая сталь в конце войны. Хуй бы с ним. А так? Ну так хуй его знает. И что самое главное, фишка советской армии, ну, будем брать период Второй мировой войны, да, и позже. Она была не столько в том, что танки едут и вот все живое. Она была в том, то, что эти танки прикрывают херова гора артиллерии разные. От полковой до, блять, ну пускай до дивизионной, если это наступление идет. Вот, там, блять, ну типа на бумаге оно выглядит так, что, ой, блядь, там перестрелка с танками, всякая хуйня, все дела. На деле это была бы просто ёбка полковой артиллерии. Вот, зачастую. Доставали бы артиллерии, всякая хуйня. Танковать бы не пришлось. Гаубичной артиллерии. Вячеслав, здорово. Алмаз, здорово, мои троськи. С глиняной полоской. Ни один снаряд не... Все верно. Там прикол, что броня СТРВ и не должна поглощать все кинетические энергии снаряда. Качество стали СТРВ и Пантеры. Но я, допустим, думаю, что качество СТРВ точно было... Качество стали СТРВ было точно выше, чем у Пантера, да, у кого угодно. Вот, но я сильно сомневаюсь, что сварные листы СТРВхи выдерживали бы серию попаданий. Очень сильно сомневаюсь. Да коллижн модель посмотреть. Не коллижн модель, а так посмотреть модельку. Вот как там еще сварка происходила и все такое. Ну, здесь вот, допустим, такая вот фишка у немцев была. Они вон... Ну вот, допустим, как здесь, да? Площадь сварки увеличивается. Ну, даже в таком случае тоже расходилась. Какая хуйня. Уже гомогенная броня с подбоем была. Не, мне кажется, даже 122 миллиметровку от какого-нибудь, даже ИСа первого, мне кажется, серию, допустим, из 3 попаданий, хуй его, мне кажется, вывело бы из строя все равно из второго. Вот, может быть, даже не швы, блять, ну, мне кажется, ничего хорошего бы не было. Кстати, знаете что? Знаете что? Мы можем в интернетах посмотреть, есть видосики всякие, там, допустим, стрельба из, там, не знаю, из деда, допустим, в Пантеру, все такое и так далее. Вот как воздействуют снаряды. Будет интересно посмотреть. Вот, я думаю, и в СТРВ тоже всякие подкалиберы, хуиберы, там, из 72 и так далее. И расчеты должны быть. Опять сосадж, может, не здорово, но немножечко есть. У меня воруют тычки опять. Че, кого папаша? Андрюха, здорово. Как себе танк пойдет? Почему оно пойдет? Пошли смотреть. Посмотрим после каточки. Я думаю, до хера что интересного-то мы видим. Так, на немцах прямые углы, которые принимали весь импульс. Да, я понимаю. Ну, не всегда, понимаешь? Как сказать... Ну, допустим, ВЛД у Тигра не особо прямая.
но расхождение броневых листов было буквально там... Ну, после второго-третьего попадания была вероятность процентов 80, что расхождение будет сварных листов, потому что энергия была сумасшедшая. Вот. Вот. Но, опять же, повторюсь, в основном, во многом из-за того, что сталь была низкоуглеродистая. Да, из-за проблем как раз-таки с минеральными всякими... Ну, с минералами, короче, для брони, для обогащения брони. Вот, а еще мне, кстати, знаете, что интересно? Вот, допустим, вот сваренные листы, да, 80 миллиметров и 150 миллиметров, да, у них площадь сварки сумасшедшая. Вот, а сварка листов 30-миллиметрового, да, и 30-миллиметрового. Мне кажется, там, блядь, как бы какая бы сварка ни была, будет расхождение все равно. Листов. Ну ладно, тут, конечно, ты прав, что там угол наклона сумасшедший. Возможно, вся эта энергия будет рассеиваться просто в ебене. Ну, посмотрим. Посмотрим этот видосик, я сейчас поищу быстренько. Возможно, будет прикол ДС. Печник здорово. Читик всем... чем сотка лучше, чем обычная. Ну, у него подкалибр этот. Да, есть ускорители кабачковые такие, видишь. Но я вот его свечу, а где ёбка? А где ёбка? Обычными подколами в башню на... А, не, в НЛД, ладно, окей. Анька подрулила тут. В этой игре Nice AS Квертослава всю энергию кабачковой придам. Да, для этого создано. Так, сейчас я быстренько найду. Так. Сейчас, минуточку. Допустим, вот так вот. Вот Бобс от этого... От Т-72, смотрите, летит. Сейчас вам покажу. По броне строй под прямым углом. Видите, он, короче, крышится, ему похуй. Ему вообще похуй на все. Ну, просто потому, что он, вот он, блядь, раскрышивается или летит по одной траектории, да, и крышится. Причем это Бобс, по сути, с самого первого поколения. 3BM9, который. Да, он такой еще очень несовременный. И уже ему похуй. Но это ладно, это понятное дело, танки разного поколения. Так. Ну-ка, канальчик, давайте посмотрим, может у них там что-то есть. Сейчас я, погодьте, только сделаю. МХ-13 против Су-100 есть. Тигер 2 против Супер Першинга есть. Будем смотреть? Так. У Т-62 или волне судного дня вообще борта и дно 150 мм фугасные снаряды держали. Ну, ты же понимаешь, что держали это условно. Это охуенно условно. Вот, потому что оно-то, может быть, и сдержит, а что внутри будет? Внутри будет пизда. Понимаешь, в чем прикол?
Но может как-нибудь и выдержит, но ничего хорошего не будет. Ну, допустим, Т-62 нейт на мину, всем пизда будет внутри. Хотя броня может быть может остаться целой. Каждому свое, но мне кажется, на обычной сотке ты больше урона будешь давать. Тут, понимаешь, во-первых, есть ускоритель, ты ускорителем можешь приехать и, ну, выгоднее позицию можешь занять. Это, ну ладно, это еще окей. Вот, а под калибр просто проще реализовать, чем топовый снаряд у сотки. Да? Ну, если мы говорим о топовой пушке. Вот, ну да ладно, пофиг. Так. 3BM9 это уже достаточно современный бобс уровня натовского ДМ-13. Заколка или как там. 3BM9? Не, мне кажется, это старенький, наверное. Сейчас мы посмотрим. 3BM9. Что-то кажется, это старенький. Не, да, это более-менее современный. Это ты прав. Я подумал, знаешь что? Блять, а на 62 как снаряд назывался, я уже забыл. Ладно, хуй с ним. Короче, можем посмотреть видосики. Т-34 против Хетцера. Пиздец, здесь нарезок, херова гора. Наколка это 172, так это есть он. Да, я понимаю. Я просто, наверное, название перепутал с этого. Название у 62, блять, как там первое. Ладно, хоть сейчас посмотрю. Ну, понятное дело, там разные пушки, да, миллиметры разные, наверное, перепутал. Нахуй. Ну ладно, хуй с ним, там все равно названия все одинаковые. У этих, блядь, снарядов там, да. Не, ну знаешь, как вести в Ираке, которые были. Ну, я буду долго искать, какие у 72 были в Ираке снаряды. Так, катни две катки на топ орудий на обычном Е100 для сравнения. Да, я же играл на этом Е100 хер сколько. 62 это такая же пушка, и номенклатура снарядов такая же. В Ираке, не-не-не, у них были устаревшие боеприпасы, как раз таки там первых самых. Вот свинца первого там точно не было. Это чуть ли не самый современный снаряд. В Ираке у 72, не-не-не-не, у 72 там не было такого. Там наоборот были древние самые. Там даже, блядь, не 3БМ, не 3БМ-16, блядь, не 3БМ-9, ничего такого. Ой, блядь, заинтересовали деда, сейчас буду искать полгода. Семен, ты бы хотел, чтобы тебя в корму хотел бы. Ирак, Иран. Не, при чем тут Иран? Там даже манго вряд ли бы. Не-не-не, там в Ираке у них были самые там первые снаряды на 72. Вот некоторые адепты, переможники ходят, кричат, что типа арабам не дали нормальные снаряды, поэтому ни Абрамсы не ебашили. Ну, понятное дело, это хуйня. Вот. Ну да, вот 3БМ-9. 3БМ-9 у них были. Это первое поколение снаряда.
Да, 3BM9, это как раз таки вот то, что мы видос видели. Наверное, 3BM9, может быть, и есть первого поколения под Колым. Ладно, это, честно говоря, не имеет значения. Военная тайна Семена Прокопенко, да. Да. Пошли посмотрим. Ну, все, и, короче, есть всякие видосики. Давайте вам покажу. Вот, допустим, КВ-7, я хуй знаю, что это значит, против Панзера 4, ну, который модифицированный, да, у которого там покрепче броня. Единственное, что я хуй знаю, что означает КВ-7 у них. Но это ладно, не сильно интересно. МХ-50 против деда 10, прикиньте, есть. Видимо, 120-миллиметровка, да, там. 120 миллиметров французского Тутлса в деда 10. Ну, то он же ИС-8, да. Единственное, что это я хер знает. Они бы, если бы щучий нос показывали как-то по-другому. Тебе надо на форум Тундры, а местные ебланы 200к прочитанных постов поясняют за... Упс, это танк с 3 пушками. Господи. А, ну да, вот щучий нос, короче. Короче, понятно всем. ББХ, а МХ-50 в лоб не пробивает где-то 10. В ровный угол, well done. Такие пердаки, типа, если ровненько, вот щучий нос. Вот, но я думаю, что, блядь, следующее попадание делает пизду из вот этого всего. Плюс еще, видите, там осколки отлетают с внутренней стороны. Ничего хорошего экипаж не ждет. Зигер вот стреляет в супер першинга, смотрите, well done. Я бы не рад. Ну, типа, все понятно здесь, да? Тут все понятно. Супер Рейлган. Это типа из рельсотронов Т-80 БВМ стреляет. Есть. Да, они откуда эти характеристики взяли? Короче, от боеприпасов нихуя не остается, и танку все равно пиздаем. На этом канале есть модель 130-мм снаряда в СТРВ, да? Типа там ИС-7, наверное, против СТРВ. Прикольно, блин. Я эти видосы не видел, знаете, сколько, наверное, лет 8. То в Мауса из засушки хуярят бабахой. На 91-122 покажи оборотку. Ставь вентилятор, доглатыватель пойдет. Так, так. Чифтаин против башни 64. Кстати, что касается 64, она держала первую тычку нормально, а в случае следующего попадания там очень сильно снижались цифры по вероятности танкануть. Там, короче, башня была рассчитана, по сути, только на одно попадание. Вот. А просекли это поздновато. Поздновато, но потом начали решать данный вопросик, насколько я знаю. Ну-ка, тигр против деда 3. В этот фальшборд, судя по всему. Но это понятно, что хуй. Туда хер кто пробьет вообще. ИС-7 против Мовиса, кстати. Это ВЛД тоже, да? Как резиновый дик. Но считай, тоже пробил, получается.
А, нет, Т-54 против Центуриона. Ну, это ладно, окей. Что за хуйня тогда? Во. Во. Угу. Ты в башню, походу. Да. Я как-то не на то нажал, сорян, пацаны. Та в башню, походу, ниже пушки трохи. Ёбаный рот. Тепер с песчаным стержнем, самое раннее. Дальше с короной шаре дам. Короче, 7 ББХ мог, да, на дистанции 30-50 метров, на это пиздец. Это охеренно близко. Это охеренно близко. Что-то еще прикольного есть. Абрамс серебряная пуля. Это куда он так стреляет? 72-ку, блять, М1. А по их классификации М1 это что такое? Ну, типа 72-ка экспортная, но у нее же не было комбинированной брони. Это может у них так Т-90 обозначено или нет? С 3 километров, прикиньте, well done. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Дид 7 и создавался Мауса ебать. Ну вот дед и выебал Маусом. Вот дед и выебал Маусом. Что-то еще-то. А, вот 72-ка. Ну это мы уже видели, да? Ну-ка, давайте вот так вот, если ведем. И 62 кей башит. Это подкол. Ну, блять. А какая дистанция, ни хера не видно. Ну, это можно считать, что пробил. Единственное, что какая дистанция, хз. Нет, что-то не вижу. Я что-то здесь не вижу. Ну-ка, здесь ББХ будет. Финал поинтереснее. Мы сейчас залипнем. Интересно вам, пацаны, вообще или нет? Сейчас залипнем, как обезьяны. Ну вот видишь, Дид, получается, ББХ и шлепнул. 120-миллиметровый. Но мне кажется, работоспособность танка охуенно нарушена. Да, ну считай, пробития нету, окей. Хотя, опять же, мне что-то, я охуенно сомневаюсь, что именно в такой угол дед выстрелит. Да, потому что, по идее, ну хотя, ну типа вон, блядь, там поражение осколков, всякая поебота. Что там того, что, в принципе, может перекосоебить плиту, да, и будет охуенная проблема с наводкой орудия. Да, что, по сути, выведет из строя танк. Не говоря уже там о следующем попадании каком-то. А есть КВ-2 какой-нибудь против Зигра? Ну, давайте поищем. Т-80 против СТРВ. Там, понятно, нихуя хорошего не будет. А, это с динамической защитой еще получается, да, СТРВ. Ладно, хуй с ним. Фугасом. Так, увлажнитель там рекомендовал канал. Ну-ка, давайте глянем. Короче, увлажнитель интересуется темой. Это похвально. Это похвально. Чего там смотришь? Ну, пробитие всяких снарядов. А, вот, тихо. Вот. Из 7 против СТРВ. ББХ тоже. Ну да, здесь он как-то легко вообще проходит. Причем в такой же угол ебаша, да? Здорово. My name is Вен, здорово. Ну да, здесь он похуй вообще. Тут ты был прав.
Слушайте, а у этого... Ну ладно, хуй с ним. Получается, знаете что? Здесь сколько энергии писалось? Скорость полета, все такое. Тут еще, видите, непонятно с какой дистанции, блядь, ничего не пишут. Здесь он даже все осколки дорисовывает, да? Бля. Тут он не особо дорисовывает. Тут он не особо дорисовывает. Ну да ладно. Ну-ка давайте на этом канале посмотрим. У тебя бойлеры полным ходом. У меня? Нет. Нет. Так, ну давайте еще что-нибудь глянем, что есть. Ягд Зигер в Дида стреляет. Где симуляция выстрела бабахи в колесо, я не знаю. Будем искать. Ну ладно, я не думаю, что в башню, да, хоть что-то будет. Норм прога, нужно посмотреть давление в гудке при пуске центра. Да. Шептун. Ну-ка, что-то еще есть. Из Юнкерса, блядь. Бомбы из Юнкерса в деда летят. Какая-то специальная, походу. Ну ясно, дырка есть. Ну по сути. Прикольно. Прикольно. Из массы в объект 140 стреляет. Но по сути это из Як Тигра. Бля, иди нахуй, дурак. Подождите. Где я только что? А, во. Это Дид стрелял, да? Штурмовой Юнкерс, да. Ну, тут, видимо, ну да, прикольно. Типа, Як Тигр не пробил бы 140-го. Ну, окей. Ну, окей. Ну, это с первой тычки, само собой. Ну, до хера что прикольненького. Это можно целый день сидеть, смотреть. Да. Ладно, хуй с ним. Так зависнем до вечера. Нихуя непонятно, очень интересно. Ну, ты леопардов Т-90 стреляет, видишь? Это ВЛД Т-90. Т-90А. Из леопарда, ну, одно из... Ну, ну, по сути, последних модификаций. Вот. Единственное, что дистанция... на 3 километра, короче. С 3 километров хуярит. Ну-ка, ну-ка. Тут динамическая защита срабатывает. Ну, он по-любому должен пробивать, мне кажется. Это с внутренней стороны показывает. Ну да, он пробивает. Вот это все полетит внутрь, все осколки будут пиздить население танка. Вот. Вот, видите, крошится, блядь, и он там пизда. Да, это плюс еще осколки могут попасть, надо понять, что не раскаленные, могут попасть еще в боекладку, например. Так, химик, здорово. Вот именно проникновение. Интересно, а что картошка Лестер у себя до такого не додумает, чтобы в одну точку можно второй раз драчнуть с большим... Этот... Как его?
Ой, прорабатывали не такую тему. Единственное, я не знаю, реализовали они или нет в этом проекте ЦВ, да, он же World of Tanks Hot. Как сказать. Они, короче, такую тему прорабатывают, не знаю, реализуют они или нет, но типа, да, в ту же, в точку пробития стреляешь, и там надо нулевой пробить, чтобы пробить. Гона шторм Нигере пострадал. Ой, не. Я вон на сотке страдаю. Ладно, поехали. Поехали, мы так будем сидеть полгода. Я вон на сотке страдаю. Сотка тоже больно делает на душе. Несколько защита, импульс погасит. Но она погасила, но не сильно. Я вот про это и говорил, что такие злые камерники не в состоянии пробить не самую простую броню под хорошим углом. Потому что в реале приведенка не считается тупым умножителем толщины. Ну ты про старые ББХи вот эти всякие говоришь? Как в танк, я понял. Где этот танк взять? И этот? Его можно купить на Натиске. Можно купить на Натиске. Looking good. Метка на сал. Где купить эти ношеные трусы? Я смотрел передачу, что считается в реале. Ну-ка, давайте еще ближе подъедем. Потому что ВЛД делает не прямо под углом. Ну, кстати, вот, допустим, у СТРВ там же еще горизонтальные вот эти полосы усиления стоят. Я думаю, как раз-таки они еще и как раз-таки гасят эту вот энергию, да, которая там пресловутые правила 3 калибров и так далее. Они как раз-таки... Блять! Рискну предположить, что они как раз-таки для этого и созданы. Да? Они не только дают при определенных углах выше приведенку, но еще и шалят. Там две бабахи. Как их не чекают, пацаны, кто шарит? Я выехал, вторую зачекал, она просто ехала. Снарядов угол тупее делать. Эти полосы нужны, чтобы разрушать кромку того, я понял. Что мне в этой катке охуенно везет. Еее. Я не поеду, они там еще отсосут. Если у них в планы входит сосать, то я там ничем не помогу им. Не пробил. Не пробыв. Не пробыв. Не светится ему насрать уж.
Ничего, есть кому добрать. Хорош. Блин, выстрел я стопа бабахи. Хорош. Бля, в этой катке все по-людски. Да, что удивительно. Смотрели, как пробивается броня, научились пробивать. Давай, сука. Короче, увлажнитель красава. Я думаю, можно считать, что он был охуенно прав. Вот, и я во многом ошибался. Вот, спасибо за интересную дискуссию. Срочно смотрим модель. На нем, на мастера, я хз, что нужно сделать. На Е100? Да, я-то... Люди на нем наиграются, мастера возьмешь за этот... За 2 минета. Да, почти бесплатно. А есть видео пробития трусов Вячеслава Диком, среднестатистического подписчика. 8 лет в тундре, хули, красава. А мне бы еще турбиночку одну, папашку этого пошевелить, грязного. Ладно, херти, мы сейчас будем развлекаться со стэшкой, если он подставлять морду свою чумазу не будет. Где-то еще должен быть Бочетельон. Это пойдет за свет, слышь. Стрелять не буду. Ясно, за света не пошла. Зато пошел ассистик по гусле. Бля, открыл меня, сука, пес. Камон. Бля, я думал, я смогу в щеку ему засунуть, хера что смог. Ладно, пойдет. Пойдет. Юзер, здорово. Не хочешь вкусить рандом и механику Тенкс Блиц в наркоманском, но угарном режиме Космовозрождения? Завтра утром будет открыт. Да, но завтра будем пробовать. А чё ты не затаранил его? Ну, потому. Во-первых, потому что я про это забыл. Вот. Самое главное, почему не затаранил. А, ну у меня турбины не было. Куда там таранить? У меня турбины не было. Мгм. Эх, бля, эх. Негор. Понятно? Понятно, бля? Ну-ка, сока с горочки. 60 будет? Не будет. Не будет. Могу создать компанию и помочь разобраться, как играть в этом режимчике. А ты в него играл, что ли? На тесте играл в нем? Или ты просто шаришь в этой теме?
Я только в эти всратые режимы играю, я понял. Пиздец, он подвернул Харю и, не то, и танканул мою тычку свинина. Простим его за такое или нет? Поехали, поехали, Крендель. Господи, там танк за стенкой стоит, целит. Need for Speed. Need for Speed. Горел здорово. Как танк пойдет. Пойдет. Гера. Ладно, Е5 вроде даже с яйцами. Поехали пошалим. О, хорош. I gotta. Rock and roll. Ёбищ. Ёбища, его никто не наказывает, потому что, блядь, потому. Потому что, блядь, потому. Что союзники с дыркой в жопе. Союзники с дыркой в жопе. Пиздец, блядь. Пиздец. Но это же смешно. Но и это же смешно. Блять, какими можно быть конченными? Я вообще не понимаю, куда они смотрят все. Нахуй. Единственное, 60 ТП обрадовал деда. Остальные чмошники. Остальные чмошники. Бля. Need for Speed. Yeah. Агара. Там уже с надроченным ждет. Как же легко, да, вы видите, где он стоял, просто взял, закинул, попал. Ну, бля, как такую траекторию еще можно было дать хоть кому-то в игре? Тикить. Но он еще раз киданет. На 300 накроет меня. Но, нормально это или нет? Аруаш. Е-то нормально, чи не? Охуеть, да?
Это просто охуеть. Я допалил его. Ну это пиздец. Это, блядь, вот это вообще самое смешное в игре, что есть. Я вам официально заявляю. Это самое смешное, что есть в игре. На чем еще можно перекинуть, стоя вы здесь, вот сюда? Я футбольный мяч так не перекину. Ёбаная идиотия. Ёбаная идиотия. Фугас бабах, ну все опасно. Клоны клонов 59 поколение. Ну это я наслышан, да. Ну, в принципе, как и в реальности. Первый взрослый дали. Но. Сейчас, минутку. Так, я здесь. Чем фаербол отличается от сотки обычной? Подкалиберные снаряды вместо кумулей. И ускоритель есть. Как Вячеслав проявляет терпение, вы заметили вообще? Ого, это само врубился. Одни и те же вопросы задает, да? Вот, а Вячеслав даже не подгорает. Группа Сымин. Ты пускай играет. Группа Сымин. На факин С. Ну, поехали к тиражам. Что еще делать? Будем там позориться. Оп.
Я, кстати, за все время только один раз протаранил какого-то придурка на 800 с хером. Так особо даже никого не таранил. Рановато. Но вы никому не рассказывайте. It's a minion, son. It's a mistake. Ну давай, давай. О, не захотел сосать. Ладно, зато я насветил на скеле. А где второй БЗТ? А, он ехал, там он ехал. Блять, пацаны. Я в фальшборд попал. Фальшрот. Даже француженка танкует, там стоит. Как можно было в... Как можно было в эту хуйню попасть, кто шарит? А? Секите. Наконец-то. Он мне дает в НЛД. Вот в такой угол он дает в НЛД, понимаете вообще? А как можно что-то танковать? ББХой. Вы поняли? Вот в такой угол он ББХ мне дает в НЛД. Какая чушь. Это просто невозможно. Это просто, сука, невозможно. Давай, 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 чума. Дождались уже все. Секите. Ну это нормально или не? Я почти бортом стою, вот к нему. Он мне накидывает ББХ. Так вот. Так вот. Наробить. Нарывая. На БЗТ едет, сука. Она мне пиздец тут. Низко выстрелил за БСМ. Ни секунды сведения, просто сплевывает, попадает. Ни в землю, никуда, ни в ВЛД, блядь. Ну заебали, господи. Сколько можно воровать? Сколько? Ёбаная наркомания. Ей-богу. Меня этот придурок бабехами в НЛД шьет. Ой.
Тебя плотно 3 отметки или просто по катушке? Просто страдания. Что сдается, что ты не сильно рад, что его взял. Ну, не, ну он, честно говоря, меня не удивляет ничем, потому что да, это корпус от Е100. Вот. Дырявый насквозь Юридора. Вот. Во-первых. А во-вторых, меня-то пускает не сам танк, а игра. Ну вот. К танку у меня 0 претензий. Ну, типа, и так понятно, что это за агрегат. Вот. Меня горит как раз таки с того, что меня воровывают постоянно. Постоянно, бля. Вот с этого горит. Вот, если бы меня обворовывали, вообще было бы 0 претензий. А потом еще. Еще башку разрезать? Не, мне надо высунуть духовки. Да-да-да, я... А, рыбу? А. Чай катку доиграю, помогу. Здорово, убийца. Как у него пушка опускается? Это, ну, это смех. Он с раскачки плюет или что это такое? Дед съехал на низ. Я в засвете полгода. Каждая тычка попадает, сегодня нормально. Угу. Я понял. Но это пиздец вообще. На МБТБ, который никуда не попадает никогда, вы понимаете? Но. Но. Но все. Он еще перекрыл, я сотки не вкинул. Еще арточки нету. Ох, арточка бы меня тут любила. Угу. Угу.
Пиздец, блядь. Ну, ехал. А меня еще здесь качает, меня пушка не пускает. Угу, все, приехал, блядь. Где будет... Теперь сюда только будет смотреть. Но... Молодец. Ой. Пи здорово. БЗ? Не особо. Не особо в мете танк. Будешь на нем страдать. Будешь на нем страдать. А, сука. Боже, какая больная катка. Чат-бот, здорово. Вага, здорово. Здорово. Ну, я же жду. Вот только катка закончилась. Во-во-во, видишь? Анька Нычакова. Дай. Серега, здорово. Ну, я с чем виноват? Не знаю, как сказать, что это должно быть. Я сразу минимум. А коньяк добавляла туда или нет? Че, я здесь. Я здесь, поехали дальше. Ну-ка, Зев 123 против меня. Лучше давайте на Леопарде играть. Тут хотя бы не так кину через видак. Как твои дела? О, братан, отлично. Отлично. Сегодня опять гуляли по лесу. Кот сам ходит по лесу, блин, как человек. Как собака. Как Жов, короче. Просто удивляет неимоверно. Кот сегодня прошел, знаете, сколько? Где-то 7000 шагов человеческих. Ни мухры, ни хухры. 7 с чем-то там было. Скоро 2 отметки для... А, не начинай. Не начинай. Разведал здорово. Правда, что от устриц член стоит как... Много факторов должно сойтись. Да. И в первую очередь кровопроводимость сосудов твоих. Ну вот. Одними устрицами не поможешь. Да, как они приготовлены. Много нюансов. Много нюансов. Может, от петрушки стоять 2 руками хер согнешь. Точнее, не согнешь. Вот проблема в том, что могут быть еще другие негативные факторы. И ты буста не заметишь, как говорится. Это не едет, это едет, это не едет.
Я сегодня шагал, это мало, что-то обычно уровень 15. Я понял. Ну а прикинь, как коту, который дома живет. Пройти 7000 шагов. И вчера он тоже 2 часа ходил. Ёб твою мать. На све. Ох, хорош, хорош. С волоукам, как зверье. С волоукам, как зверье. Веб-сайт. Да нахер. Эй, ну... Жажда сак. С ним не подружимся, пацаны. Это все попасть, ему не могу в эту планку смешную. Ну, естественно. Попадает, пробивает в каток, сегодня нормально. Понял. Я ГПТ там продавил. Ненадолго. Спасибо, все. Сушит фэткакс. Сушит фэткакс. Ясно, я понял. Хера сегодня пушка гнется. Понял, бля. Но это мем. Это мем. Да. Жажда сак. Да, и это тоже видит, бля. В пизду, как это бесит. Такая, блядь, хуйня. И залагала, и этот дебил выехал, фугасом меня прогуслил. О, и этот ёбан 2 раза попал. Я, короче, катку не доиграл. Коту вообще похуй, он не прямоходящий, людям всех тяжелее ходить, у всех млекопитающих всякие остеохондроз, заболевания спины, это расплата за прямохождение. Кот в жизни не ходил, он в хате живет. Вот. А тут понятно, что от природы окей. Но так котейку, ну ты понимаешь. Он в этом плане неопытный, во-первых. А во-вторых, вы много знаете котов, которые ходят. Вот. Я немного, только все. Он без поводка, без нихера, просто идет рядом и все. Вот так.
Блять, ой, ой, блять, ой. Ой, блять, ой, блять, ой, блять, ой. Андрюха, здорово. Александрей, господи. Воин Змея 99. Видите вообще, как тычки летят? Что за дерьмо? Я сейчас тоже в землю полетел. Я выстрелил в башню, полетел его НЛД и пробил. Like a feasting in the sky. Здорово. За гором не запихивать сюда. Спасибо, что не за щеку. Мабой, Федор, здорово, братан. Здорово, родники. Веселая молочница. Веселая молочница, здорово. Хороший дикнейм. Так, я уже начинаю интерес терять к игре, постоянно в землю попадание. Меня тоже бесит. Меня тоже бесит. Заебал это несправедливость, господи, вообще. Как это терпеть? Рад, и я тебя тоже рад видеть, братан. Ну вот я четвертый разрядился, это мой шанс. Пидор на арте только меня и ждет. Блять, подстанил. Это минус пиздец. Как раз таки за то, что он меня подстанил, я могу хер уехать отсюда. Но. Ебаный пидор на арте. Ебаный пидор. При том, что он, вот ему надо было только я. Весь бой по мне стрелял. Ну нормально это или нет? Конченые пидоры. Все было заебись, да, я реально успевал уехать. Вот из-за стана я хер уехал. И арта еще добрала.
Конченый бред. Блять, и знаете, что больше всего бесит? Хуй с ним не сложилось, типа в катке все дела. Такая хуйня каждый бой. Каждый бой кидают через елдак, и ничего ты с этим не поделаешь. В каждом бою у тебя где-то что-то не сложится, каждый раз это хуета. Да, причем в лучшем случае украдут нагло там 2000. Вот, это в лучшем случае. Максимум, на что можно рассчитывать. Ой. Ена в танке у них. Вот так вот. Вот так вот. На этой модели частенько именно на фьорда закидывает. Ну, Лёшки на подставуху поехали. Ой-ой-ой. Ну, херово, да, я мог пострелять. Заряжай кам, рви, ну, этим факинг слезь. А у меня так жопа горит, просто неимоверно. Из-за несправедливости вот этой тупорылой повсеместной просто невозможно терпеть. Поехал вкатывать, дурак. На 7-9 откатил. Приехал вот этот Генка. Ясно, я понял. Я думаю, его кепку вижу, хера что видел. И сразу арточка мне скидывается. Он не в кучу вот в эту, да, а ко мне. Ну, еще... Это хитерок какой-то дырявенький.
Ну давай, давай, говно. Хорош. Пиздец, чмо. Просто чмо. Где делал сообщение, я говорил, что рад тебя, а оно есть. Я тоже рад тебя видеть. Я даже его озвучил. Давай, папаня. Труп попал. Ага, ага. И хапать собирается. Ну ничего страшного. Главное, что я увидел. Все, там некому перестреляться с ним. Не попал вроде. Я ему в гуслю попал, кто не понял. Я ему попал в гуслю. Вот, а вот это все мне арта насувало, кроме 341. На нахуй это пиздец. Как 62 можно 2 раза не дать, это вообще смешно. Будет не стана пробить, а каждый отсек, но... Веселое причем пробить. О, все равно ко мне кидает. Началось. У меня 2000 просто на ровном месте спиздили. И арта опустила. Пустил арта, 2000 на ровном месте, все, давай, до свидания. Дмитрий, здорово. Слышал, что в заслуженной награде... Да, видел. Прикольно. Но, видите, они насмотрелись на гей-гейминг. Тоже такую херню ввели. Да, что насчет тигермавса? Дерьма кусок. И это дерьма кусок. Арточку убили. Неожиданно и приятно. Я лучше вот подальше поеду. Надо, чтобы БЗТ отсюда как раз таки он встретит сейчас. Вот а БЗТ, кроме шуток, надо убивать. Ну, все, он все хп просрал, вот этот недоносок. Сука. Ну, артоводы хитерят вообще адски. Они настолько завидуют. Казалось бы, чему завидовать? Они завидуют, блядь. Они, блядь, завидуют. Пидорские ублюдки. Вот, пидорские ублюдки. А знаете, что самое смешное? Если бы была точность людская, да, если бы они не убирали её, так бы очко не горело. Вячеслав сидел бы спокойный. Да, и таблетки бы не ел. С восьмерочками. Ой-ой-ой. Трубачок будет.
Будет, мать его, турбачок. Спасибо за лайкосики. Son of the bitch. Такая шаечка, там будь здоров. Чучело по этот башне играть. Ладно, он хотя бы с шишкой. Это не дед 7. С дедом 7 было вообще грустно. Блять, хочет меня все. Пиздец, но в отвернутую башню снизу вверх на изичах. На изичах. Так и запишем. Ясно. Но это, блядь, это невозможно. Я не знаю, как на этом дерьме играть. Это просто пизда. Причем чумазая. Во, да я. Это чумазая пизда. Да он на похуй стреляет. Понятно. Пизда, я вообще я не в состоянии даже близко ему в кепку-то попасть. Хорошо. Рановато выехал папаша. Я-я. Я-я. Читер на стриме. Но. Самый обворованный читер в игре.
Я, блядь, не могу. Сколько полет снаряда? 1000 с хером. Я даже не могу ему в башню попасть. О, попал. Ну, секите. Какая чушь. Ну, какая... Взял, утонул. Этот все сейчас, да. Как же горел гудок, ё-моё. Чуть по танку не пролетело. Прикольно было бы, да, ему туда в квадратик вот попасть. Ёб твою мать. 3К, да есть, конечно. Я с утра в 30% побед на этой хуете играл в 3500. В 3500. Давай. Давай. Даже музыка перестала играть. Китай знатно тебя отпиздил. Да, самое смешное, что... Пизду. Ну это блядь, мем. Я морду отворачиваю, он снизу вверх стреляет. Бля, ну в принципе как и все. Просто кидают в башню, пробивают. Я ему эту санную кепку не могу вы... А когда выцеливаю, я туда не попадаю. Не утонул, ну. Скотский скот. Скотский скот. Тапок был. Это не оригинал, это тапок был. Танк вносит хорош, там голда не так ебет, и можно ехать. Ну да. Riders on the dicks.
А теперь на богоподобном леопарде раздачу. А у меня на леопарде тоже сегодня воруют адски. Артоводы хейтят. Кошмар. Мне кажется, можешь пробить хоть... Да, ничего себе. Есть такой перк? Ясно, блядь. У него все опускается, у него все заебись. Просто могу сказать. Он еще выше меня стоит. Все опускается. Я себе леопарда сделал. Красавчик. Красавчик. Just like this. Есть такой перк. Не знаю, не знаю. Ну давай отъедь. Ну, пидор этот. Я ему пушку что сломал. В землю! Сука. В землю! И еще мусорка эта сдохла здесь. Эдуард, здорово. Это прототип 9, имба, имба, имба. В ангаре должен быть. Да, он крутой. Не, там, по-моему, в землю пролетел. Опять в землю полетел. У меня рандом сегодня балует, конечно. В землю. Ну, блин, что это за хуйня? Ты слышал, в новом патче будет награда за... Да, слышал. Не пробил 50 Б. Ну, вот как я, блядь, на эту хуйню могу реагировать? Ну, вот как у меня очко может не гореть тут? Ладно, хуй с ним, вернули. Вернули. Все, в ту же точку, куда я стрелял, теперь не рикошета пробить. Чек статы играли. Ты посмотри видео, как пробивать 50 Б с леопарда. Надо посмотреть, а то у меня не получается что-то. Удаление танков. Ну это, блядь, ну это пиздец. Это просто пиздец. Ну где клятие Е100? Нахуй. У него уже пушка опускается. Пока качество у него уже пушка опускается.
Хорош. Да, радует, что не только меня ебут на Е100 в башню. Да. И бубехами в НЛД. Сука. Пошло блюдо. Хорош. Не пробил. И он меня с вертухи шлепнул. Ой, блять, ой, блять, ой, блять, ой. Ой, блять, ой, блять, ой. Ой, блять, ой, блять, ой. А будет гайд пробить 50 с пушклеп. Это нам надо разбирать. Сука, почему эта хуйня в каждом бою? Почему, блять, в каждом бою? Почему ни в одном, ни в двух боях за стрим? А в каждом, блять, бою? Вот как это объяснить? Сука. В чем проблема? Во, это мусорка из куста, вон 49%. Раздавал. Еще одного нету? Ну, нет. Сегодня на Бориске 4 первых барабана раздал в землю, чуть не вышел с боя. Но потом накидал 4К на суете. Это просто наркомания. И бранчик летит. Слушайте, а мы здесь его поймаем или нет? А, не ко мне, жаль. Если ты блондир в куст. Он вылетел из игры. Просто спиздили, да, и здесь прокид точно. Как я мог забыть? Просто спиздили тычку в жанку. Ты блондир в куст, и снаряд падает в землю, перед ним, значит, там... Да, там Алекс. Там танкует Алекс. Дед, кстати, с первых секунд нырнул. Еще один Ленька приехал с Кити. Он выхватывает по щам. Они даже куст не блендят. Но мне кажется, они в тайминг, как только я выйду, они точно бленданут отсюда.
мне кажется, у него не дал. Meine Lieben. Ой, бля, ой, бля, ой. Как перестать гореть и достримить стрим? Кто понимает вообще? Есть понимание у кого, пацаны, или нет? Там был блайнд, походу. Какой-то странный. А, наверное, может отсюда. Молиться всем богам этой игры. О, это вообще. Звоните Джоу. Если надо молиться богам игры, надо звонить Джоу срочно. Папке Джо впем. О, Жанка начал скидываться. Жанка начал скидываться. Играет на мужицком из 7. Это я на мужицком Е100 играл. Пересел на леопарда, на котором, да, ну как будто бы меньше будет воровать. Не считая 5 тычек в землю подряд. Рикаш, я в ЛДМ попал. Ну по... Где он там? О. Бэнг, бэнг. Бэнг, бэнг. Бэнг, бэнг. Потнейшие 2000 урона, пацаны. ЭС, моя потная ЭС. Может здесь начакать. Но у нас выпихнули откуда угодно. Там деда допихают. Ему никто не помогает. Да, в том числе и я. Ленька уехал. Ленька блондит сюда куда-то. Вкатывать. Ну поехали, да поможем. Раз такие дела. Я зря выстрелил, наверное. Все хп просрал. Мауса не пробивает. Не пробивает маус. Хорош. Хорош.
ФК-91 еще может быть. Ленька провтыкал меня, чмо. Мы, походу, вот этим мовчиком подраскатали... Ну, не раскатали катку, да, но как будто бы шансы у нас появились. Хорош. Найс. Бля. Да, вот сотку, конечно, не убили, вот это минус. Своровали туда. Да, и своровали туда. Прикольно. Здесь стоит. Ебище. Ну, либо там же стоит, я не знаю, но он оттуда, значит, меня начекал. Он роллин, бэйби. Ну да, он реально дробина. Бля, еще походу поймаю. Найс. Блять, он профейлил тычку. Хорош. Бля, он все хп проебал. Он, блять, во-во-во, да-да-да-да. Животное. Животное. Пизда. Блин, как ему так может фартить? Он еще после этой тычки... У него не обновился засвет, понимаете? У него не обновился засвет. У него не обновился, мать его, засвет. Пять лох на леопарде, да. Ну и где его искать? Ай, это, блядь, цирк. Это, блядь, просто цирк. Но я его не усвечу. Я на леопарде не могу этого дебила найти, понимаете? Give a fuck. Хат мамас.
Ебать, меня не нашел. Он меня не засветил. Ехал. Я ему в дальний каток даю. Сюда! Сюда! Прекрасно, бля. Ну так вот. Ну так вот. Вячеслав, ваше давление поднялось. Еще блондец был. Опять несправедливость. Это еблан там не пялился. Босс, ты видел эту катку? Сорвал очко дробином. Я, конечно, адски рисковал. Ну ладно, может, я не сильно рисковал. Ну, типа с вариантиком, когда он прыгает, шлепнуть в него. Ну вот, потому что, ну, типа в яме я бы его, мне кажется, расфистовал бы изи. Ну и хуй бы с ним, короче. Короче, за БС. Крутая катка. Не, подождите, знаете что? А, ну ладно. Мы в Уравниловку приехали. Надо было на Естону в Уравниловку ехать. Да, на Хавку Ариас, блядь, как обычно. Дурдом. Дурдом. Голдовоз. Его звали Голдовоз. Прикольненько. Прикольненько, у меня вся команда здесь. Ну-ну. Can you feel dick? Нихуя ты ему дал почти на 500, 2 раза альфу. У тебя говорит 400 альф. Ты про что? Это про что? А, я этому дробине 2 раза почти на 500 дал? Значит, мне подкрутили. 440 здесь альфа.
Но нормально прошло. Прошло. Да, фарт масти произошел. 440 здесь средняя. А, или подай, 420, 420, да, я не прав. А это у тебя подколы голдовый дам. Да. Нет, Ирина Батюк, самый страшный. Да. Да. Блядь, леопард. Вот он сосет там, да, и я не успеваю ему капнуть очко. Он мне закидывает еще, прикиньте. Охуеть. Охуеть. Ну, надо, чтоб я третий сейчас базу подсунул. На скилле. Да, это жесткая урониловка. Здесь у нас никого и не было, да, давят. Там у них вся команда. Но он насвечивает там придурков этих. Да, он поедет. А, он просто едет, я понял. Я понял. Он просто едет. Он просто, блядь, едет. И хер кто прокинул, тут вон две бабахи у нас, хер кто скинулся. Бля, ну ладно, я сам виноват, я приехал в Ураниловку, где будет ебланский бой на Леопарде, надо было дерьмо какое-то брать. Ладно, я на этом кончу, пизду, у меня уже нервы ни к хуям. Всех люблю, завтра утром увидимся, пока-пока.